Возможность осуществления экскурсионной деятельности иностранными гражданами на территории Абхазии стала главной темой обсуждения в парламентском комитете по экономической политике. В связи с этим профессиональное сообщество туриндустрии страны выражает обеспокоенность и обратилось с письмом в Народное собрание в июне этого года. Сложилась такая ситуация, что поступила информация в профессиональное сообщество туристической индустрии о том, что готовятся соглашения с правительством Российской Федерации, которое позволит российским экскурсоводам и гидам работать беспрепятственно на территории Республики Абхазия. С чем категорически все профессиональное сообщество не согласно. Была встреча в кабинете министров у премьер-министра. Премьер-министр озвучил, что в законодательство Республики Абхазия не будут вноситься, не планируется внесение никаких изменений в этой части, но рассматриваются варианты различных соглашений, где будут какие-либо послабления. Это если кратко. С чем мы выразили полное несогласие. Какое-либо послабление для иностранных гидов на территории Абхазии не должно быть. Основной целью задачи, которую мы ставим перед собой, это выработать общий алгоритм, который может привести изменения в законодательстве с целью регулирования тех правоотношений, тех отношений, которые сегодня являются спорными или какие-то выносят проблемные вопросы в области туристической деятельности. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что интересы граждан Абхазии, занимающихся экскурсионной деятельностью, должны быть соблюдены, а также указала на различия в российском и абхазском законодательствах в турсфере. Она отметила, что есть позиция российской стороны относительно того, что законодательство Абхазии не отвечает нормам союзничества в части осуществления экономической деятельности. Речь о том, что в законодательстве РФ есть норма, внесенная в 2022 году, которая предусматривает, что экскурсионную деятельность на территории Российской Федерации могут осуществлять только граждане России, получившие соответствующую аккредитацию, если иное не предусмотрено международным договором. В законодательство Абхазии также в 2022 году по инициативе профессионального сообщества и депутатского корпуса были внесены изменения, согласно которым экскурсионной деятельностью на территории Абхазии могут заниматься только граждане республики. В принципе, исходя из того, как описано и в одном законодательстве, и в другом, можно сказать, что норма зеркальная, за исключением одного важного обстоятельства. Граждане Республики Абхазия также являются в основной своей части гражданами Российской Федерации. Соответственно, в отношении граждан Республики Абхазия та заградительная норма, которая есть в законодательстве Российской Федерации, не распространяется. Но при этом есть одно условие, что граждане Республики Абхазия, имеющие гражданство Российской Федерации, могут быть допущены для проведения аттестации, но осуществлять свою деятельность могут только непосредственно по месту регистрации. Кристина Озган рассказала о том, что российская сторона предлагает провести переговоры по вопросу об аналогичной норме в абхазском законодательстве в сфере туристической деятельности. Речь идет непосредственно не обо всей экскурсионной деятельности, только о категории, предпринимателей, которые классифицируются как гиды-перевозчики, которые на автотранспортном средстве вместимостью менее 9 мест совмещают в себе фактически функции водителя и экскурсовода. Это касается вот конкретно этой категории. Соответственно, абхазская сторона в рамках рабочего совещания, которое было здесь в июне месяце с участием представителей Минэкономразвития, озвучила свою позицию, что мы не считаем возможным вносить изменения в законодательство Республики Абхазия, потому что в данном случае, если может речь идти о международном договоре, то законодательство республики в этой сфере менять нет необходимости. Это можно урегулировать в данном случае международным договором, который должен пройти ратификацию в Народном собрании парламенте Республики Абхазия. По словам Озган, поэтому было предложено обсудить возможность урегулирования ситуации в рамках международного договора межправительственного соглашения, касающегося деятельности гидов-перевозчиков. Что дает данное межправсоглашение? Данное межправсоглашение может, в частности, определить требования и условия, которые могут быть использованы
применительно к гражданам Российской Федерации, которые хотят осуществлять такую деятельность на территории Республики Абхазия. И, безусловно, учитывая, что это однозначно затрагивает интересы наших граждан, мы предлагали и предлагаем сейчас вместе с нашим профессиональным сообществом экскурсоводов, вместе, то есть совместно проработать данный проект. Его фактически еще никто к нему не приступал, к его разработке, то есть мы сейчас находимся на начальной стадии вопроса и как раз призываем к тому, чтобы мы совместно выработали подходы, которые позволят максимально учесть интересы наших граждан. По мнению спикера парламента Лаши Ашуба, при разработке межправсоглашения с Россией нужно в первую очередь исходить из интересов граждан Абхазии. Я не говорю о том, чтобы мы отказались от диалога. Это неправильно с точки зрения межгосударственных отношений. Давайте будем исходить из интересов наших граждан. Прежде всего и, конечно, из межгосударственного контекста. Председатель Ассоциации экскурсоводов Абхазии Линда Ампар рассказала о возможных путях урегулирования данного вопроса, предлагаемых турсообществом. Мы подготовим и проработаем, я имею в виду профессиональное сообщество, совместно с Министерством туризма, мы это обсуждали с министром туризма Республики Абхазия Хишбатым Разом Владимировичем, программу поддержки российских компаньонов, осуществляющих экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия. Поддержка будет заключаться в подготовке методических программ, предназначенных для индивидуальных экскурсий, поиск кадров, аккредитованных гидов, экскурсоводов Абхазии, необходимых для осуществления точечного предложения по запросу клиента. Информационная поддержка для желающих легализоваться. Работать согласно законам Республики Абхазия. Содействие в организации иностранного юрлица при желании россиян работать самостоятельно. То есть россияне здесь имеют возможность либо по договору с юрлицом, либо физлицом, зарегистрированным на территории Республики Абхазия, осуществлять экскурсионную деятельность. Наше юрлицо, либо физлицо предоставляет им гида, экскурсовода, аккредитованного здесь, и они, соответственно, будут представлены здесь. Либо они сами могут открыть юрлицо и работать здесь. К сожалению, в пятницу, когда у нас была встреча, такие идеи на встрече в кабинете министров не были озвучены, но я думаю, не только в парламент, но и в кабинет министров эти тоже идеи, предложения от профессионального сообщества поступят. Мы тоже с удовольствием ознакомимся с этими материалами и по возможности максимально будем их использовать. Что касается вопроса возможного подписания соглашения, это соглашение, если даже и наше профессиональное сообщество со своими коллегами, уполномоченные органы Абхазии, России, в установленном законом о международных договорах порядке, как вырабатываются предложения о подписании международного договора, и будет проект представлен, этот проект, на наш взгляд, не должен касаться только лишь того узкого вопроса, который сегодня обсуждается на комитете. Этот вопрос должен касаться вообще взаимодействия двух стран в туристической сфере. 31 штраф был выписан с начала года в отношении гидов-нелегалов в Абхазии, сообщил замминистра туризма Астамур Барциц в рамках заседания. Он отметил, что в основном нарушения совершают одни и те же люди. Часто мы слышим такие реплики, что 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 нелегалов. 3 года занимаемся этим вопросом. У нас штрафов, около, в общем количестве около 59. Но по большому счету, это одни и те же. 30-40 человек, которые на регулярной основе занимаются здесь нелегальной деятельностью, если говорить о минивенах. Я хочу также сказать, что существует специальная методическая разработка, разработанная Министерством по туризму, которой мы придерживаемся все эти годы. И показываем самые необходимые объекты. Что касается 9 местных машин, а также нелегалов, они выбирают те объекты, где не нужно платить входной билет. Единственное, что они оплачивают, это 700 рублей въезд на территорию национального парка. Затем они возят людей по заброшкам. Сегодня это стало очень популярно, благодаря им они раскрутили этот маршрут. Вы когда-нибудь видели организованные группы или нелегалов в Краеведческом музее, Ботанический сад, Обезьяний питомник, Новоафонская пещера?
Эти объекты не востребованы сегодня, и это усугубится, если мы разрешим 9-местным машинам проводить экскурсию без представителей абхазской туриндустрии. По информации заместителя министра, сейчас рейды приостановлены. Депутаты парламента и участники встречи сошлись на том, что проверки должны продолжаться в рамках действующего законодательства. Были рейдовые мероприятия, когда доходило до конфликтных ситуаций, когда останавливали эти нелегальные машины, которые привозили, предлагали туристам, которые уже половину пути проследовали, пересесть в другую машину, на что они отказывались. Были случаи, когда разворачивались машины, и туристы, которые приехали в Абхазию, не доезжая до туристических мест, покидали страну. И когда мы обсуждали, и первая встреча в кабинете министров, и в пятницу была, чтобы в разгар сезона вот такие действия, которые могут будоражить и могут привести к тому, что те или иные лица, которые планируют посетить Абхазию, видя такую информацию, могут отказываться от поездок, чтобы не будоражить в курортный сезон. Есть у нас уполномоченный орган, есть правила и процедуры привлечения к административной ответственности, но не те общественные кампании, которые осуществлялись. Мы считаем, что нельзя останавливать туристов, которые едут в Абхазию, и на полпути предлагать им пересесть в другую машину. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчи отметил, что в правительстве нет ни одной структуры, которая не заинтересована в защите прав абхазских предпринимателей. Мы это стараемся делать абсолютно. Мы обязаны поддерживать наших предпринимателей и решать их вопросы. Более часа шло заседание парламентского комитета по экономической политике. Далее представители туриндустрии республики встретились с членами Общественной палаты Абхазии. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.